На вопрос, например, достояние культуры Бурятии. Достоянием культуры Бурятии я абсолютно убеждена, что является национальный музей. Почему? Потому что все культурное достояние, наследие народов Бурятии хранится в наших музеях. Музей истории Бурятии, художественный музей Сампилова, музей природы комплекс, который представляет собой на сегодня национальный музей Бурятии. Еще что-то сказать? У вас, я слышала, очень интересные планы на осень, оружейная палата. Да, у нас, вы знаете, мы так рады, что в этом году мы, наверное, пожалуй, одним из первых регионов, который попал в проект путинских майских указов по организации обменных выставок. Организация обменных выставок между федеральным музеем, который приезжает в региональный и показывает большие крупные проекты. Это очень важно. Для нас важно, что мы попали в проект с Кремлем. И к нам приедет оружейная палата Московского Кремля с очень таким интересным выставочным проектом от Петра Великого до Павла I. Это будут подлинные предметы из оружейной палаты, это одежда Петра, оружие, предметы, так сказать, быта. И это все ювелирные, в том числе и произведения искусства Западной Европы, русского искусства именно 16, 17, 18 веков. Мне кажется, для наших людей очень важно. Не все сейчас, мы понимаем, это реально, что имеют возможность приехать в Москву и пойти в оружейную палату. И вот такая возможность прийти уже в наш музей истории Бурятии и посмотреть на эти уникальные предметы, высокие образцы ювелирного искусства здесь, в Улан-Удэ. И я слышала, билеты всего 500 рублей. Нет, билеты не 500 рублей, это какой-то, не знаю, откуда придумано. Нет? Мне кажется, да нет, конечно, я не знаю, Меньше? там максимум, наверное, будет 200 с лишним, с небольшим, может быть, да, и то для взрослых. Для детей, конечно, будет совершенно другая цена. 500 рублей вообще никогда таких цены не было. Мне кажется, это достаточно дорого. Для нашего населения не сможет. Конечно, не будем такую цену делать. Дешевле гораздо будет. А после Шагала еще будет внутренняя Монголия, да? А после Шагала у нас будет выставка из внутренней Монголии одного очень известного художника. Вот, если честно, я немножко забыла его имя, потому что у нас такой был практически на бегу разговор с представителями внутренней Монголии, но 6 сентября у нас ожидается открытие. Это будет выставка его графических работ. То, что я видела, мне очень понравилось. Такие симпатичные, интересные работы. Он сам монгол, из внутренней Монголии, а сюжеты такие вот как бы на старые бурятские темы. И в основном это черно-белая графика. В общем-то, народ у нас немножко, может быть, отвык от графики как таковой и восприятия графики. И мне кажется, выставка Шагала все-таки это вот художник мирового уровня, и вот эти литографии с библейскими сюжетами, они вот помогли немножечко посмотреть какой-то другой ракурс, что есть имена в мировом искусстве, есть такая замечательная техника, как литография, и возможность как бы соприкоснуться с творчеством и с манерой работы Шагала через эту выставку. Вот. Ну, у нас всегда, в общем-то, я не могу сказать, что мы стоим в каком-то застое, что ли, у нас постоянно какие-то выставки. Ну, вот в музее истории я говорила уже Кремль, здесь будет у нас графика художника, потом у нас откроется здесь же в Сампиловском фотовыставка очень интересного молодого Александра Ахиритова «Дальний ветер странствий». Мы считаем, что вот такие выставки и поддержка молодых
людей с творческими инициативами. Это одна из наших вообще важнейших задач в музее, потому что мы, с одной стороны, пропагандируем и актуализируем наследие и фонды наши, да, а с другой стороны, мы обязательно должны поддерживать и стараемся всегда поддерживать интересные проекты молодых людей, фотовыставки, например, или изобразительного искусства. Что еще можно сказать? Повышается интерактивность выставок. Мне понравился здесь Юрта или Гершина. Юрта Ули Гершина, это хороший проект, мне тоже он самой понравился. Ну, вы знаете, что этот проект начинался в этнографическом музее, и как бы он достаточно логичен был, да, в этнографическом музее. Мы так думали, а как же он воспримется здесь, в Музее истории в центре города. Но у нас позволяет вот такой дворик небольшой, да, и там как раз разместилась эта юрта, которую мы заполнили полностью предметами подлинными из нашего музея. И вот в этой юрте Ули Гершин рассказывает, он играет на маринхуре, на лимбе, рассказывает улигер. И самое главное, что их встречает гостей такой ансамбль бабушек-дедушек, которые так очень живо как-то вовлекают гостей в участие юролами, юхором. И вот Ермольник, который посетил этот выставочный проект недавно, да, даже интересно, он просто вот прилетел, да, еще как бы не выспавшись, да, и мне такое ощущение было, что мы его разбудили своим этими песнями. Он так немножечко встрепенулся, но и как любой творческий человек, он, конечно, очень мне понравилось, да, что он очень внимательно слушал. Даже было ощущение, что он пытается понять смысл, да, вот бурятских слов, да, вот песен. И вот, мне кажется, это вызывает уважение просто. То есть это истинно такие творческие люди, умные люди, они всегда с каким-то внутренним, очень глубоким уважением относятся к другой, иной культуре. А можно несколько слов об этой выставке? Ну, эта выставка у нас уникальна тем, что этот проект ретроспективный. Начну с этого слова, да. Ретроспекция подразумевает представление работ разных поколений художников и разновременных, да. И эта выставка также, как называют еще, выставка памяти учителя. Да? Вот этот аспект в этой выставке очень хотелось бы выделить, потому что когда мы с Надеждой Петровной Комаровой разговаривали и изначально придумывали концепцию, вот как бы она возникла в голове, идея того, что выставка должна показать фонды музея и показать вот эту взаимосвязь, преемственность того, откуда, как зарождалась культура Бурятии, зарождалась скульптура, какие были ее истоки. И показали мы так, может быть, можно было еще подробнее показать, но тем не менее общую линию такую мы провели, да, безусловно. И вот, допустим, вот эти скульптуры Санжи Цыбикова, вот этой знаменитой Аюша из дерева, из кедра, это традиция, мы говорим о бурятской профессиональной школе скульптуры, причем деревянной скульптуры, а рядом представлена скульптура неизвестного художника, да. Но это скульптура из внутренней, как пример работы по металлу. Это работа деланорского художника из внутренней Монголии. И вот мы показываем здесь работы и Энкеева, и Чеканку Намсараева,
и потрясающие, очень талантливые, глубоко народные скульптуры Геннадия Васильева, и Урищенко, и Хомякова, как он работает в керамике, да, и Максима Балсановича Эрденеева. То есть разные художники, многие из них уже ушли, и вот есть молодые художники. И здесь, в этом контексте, работы Даши воспринимаются очень органично. Они как часть и лучшая часть, конечно, современного бурятского изобразительного искусства, современной бурятской скульптуры. Вот интересно, как ты задаешь вопрос. Вам не кажется, что очень многие подражают, молодые скульпторы, допустим, подражают Даши? Вот мне Возможно. вот такой вопрос задавали, я такое слышала мнение. Вы знаете, я не могу сказать, что подражают. Он их мобилизовал. Вот я вот это могу сказать точно. То есть успех Даши мобилизовал молодых скульпторов работать и давать какие-то результаты. Может, где-то, вот так если внимательно приглядеться, то такого прямого подражания нет, конечно. Потому что общий сюжет, бурятский сюжет, какие-то всадника, там, шамана, там, и так далее, они же есть, они присутствуют в пространстве, как бы сказать, что это реплики невозможно, но вот какие-то, может быть, небольшие детали. Ну, я вот совершенно абсолютно убеждена, что скульптура Даши, она слишком яркая и слишком наделена такой вот своей особой энергией, что полностью подражать невозможно. Вот, например, это тоже Даши, да? Это работа Даши, это вот хранитель, да, и так, как это называется? Ритуал. Это работа ранние, кстати говоря, да. Это все работа из частных коллекций, и, ну вот, скажем, если смотреть на хранителя, то вот есть какие-то там, допустим, аллюзии на искусство там Персеполя, там, Месопотамии, вспоминаются какие-то вот такие мотивы, да, то есть сознание художника как бы протягивает какие-то такие нити туда вот более древним культурам. И, например, его ранние проекты выставочные в Третьяковской галерее или в Эрмитаже, они авторы, кураторы сосредотачивали и говорили о связи со скифо-сибирским стилем, там, с какими-то древними пластами культур, да, и в этом была такая совершенно определенная, мне кажется, понимание Логика, того, да?